Переходим к рассмотрению дела. Слово для доклада предоставляется судье Шашналиеву Джамиль Асанбекович. Спасибо. Уважаемый суд, уважаемые участники судебного заседания, в Конституционный суд Кыргызской Республики 1 июня 2023 года поступило ходатайство Мацакова Самата Аскаровича о проверке соответствия статьи 432 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Как следует из ходатайства, субъект обращения, будучи адвокатом гражданина Таалайбек Улу, отбывавшего по судебному приговору наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии системы исполнения наказаний Кыргызской Республики, обратился в Аламединский районный суд Чуйской области с заявлением о зачете в отбытое наказание ранее проведенного периода времени содержания осужденного Таалайбек Улу под стражей в порядке статьи 431 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Однако Аламединский районный суд вернул заявление с указанием того, что зачет времени содержания под стражей согласно пункту 14 статьи 431 указанного кодекса разрешается только судом, постановившим приговор. Субъект обращения отмечает, что правовая неопределенность выражается в том, что в оспариваемой норме отсутствует пункт, предусматривающий право осужденного лица обратиться с заявлением о зачете времени его содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении. Заявитель также отмечает, что отсутствие такой нормы в уголовном судопроизводстве приводит к нарушению конституционного права граждан на обращение в суд. С учетом вышеизложенного, субъект обращения просит признать оспариваемую норму противоречащей Конституции. Определением Конституционного суда Кыргызской Республики от 30 июня 2023 года обращение Мацакова было принято к производству. Стороной ответчиком по делу признан Джорг Кенеш Кыргызской Республики. Иными лицами по делу привлечены администрация президента Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики и Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики по данному делу были проведены все необходимые подготовительные действия. На сегодня дело готово к рассмотрению в судебном заседании. Коллеги, есть вопросы, Джамиль Асанбекович? Спасибо.